Для большинства история – это только даты в школьных учебниках, но для учащейся 8 класса 5 школы Альды Схавребовой последние недели стали периодом глубокого изучения событий Великой Отечественной войны. Из обычной школьницы она превратилась в настоящего детектива. Ее сочинение в 11 листов требовало не только сухой хроники, но и изложения подробной информации. После объявления конкурса «300-летия ратной славы воинов Южной Осетии» ей не пришлось долго думать, о ком написать. Ведь история ее прадедушки, участника Второй мировой войны, достойна глубокого биографического исследования. Выбрала номинацию «Воин Южной Осетии на фронтах Великой Отечественной войны». Писала про своего прадедушку Кочеева Георгия Константиновича. У моей бабушки есть личные архивы моего прадедушки. И там мы искали информацию, его автобиографии, все исследовали и написали сочинение. Во время написания сочинения я узнала очень много нового о своем прадедушке, его ордены, его подвиги, много разных событий. В Южной Осетии практически нет ни одного дома, где не было участника Великой Отечественной. Возможно, именно поэтому большинство написанных сочинений рассказывают о героях событий 80-летней давности. Девятиклассник Аслан Багаев тоже представил в виде биографического сочинения историю своего прадеда. Ему повезло чуть больше, семье удалось сохранить большинство архивных документов. Он ушел на фронт в 17 лет, воевал в области Пскова и Костромы, в Латвии и Литве, в белорусских городах Великие Луги и Полоцк. В 1944 году в Латвии получил тяжелое ранение и потерял ногу. После не смог вернуться на фронт. После войны мой прадедушка сам написал свою биографию на войне. Я использовал эти источники. Таких историй, пропущенных через сердце, в оргкомитет поступило уже более сотни. Учащиеся со всех школ от Схимвала до отдаленных сел республики восстанавливают связь времен. По распоряжению президента Алана Гаглоева для юных исследователей были открыты двери всех библиотек и архивов, чтобы у ребят была возможность работать с первоисточниками. Это значительно облегчило задачу. Когда был объявлен президентский конкурс «300-летия ратной славы воинов Южной Осетии», они все загорелись желанием. Ну, вы знаете, нет такой семьи в Южной Осетии, которая бы не столкнулась и с той войной, и с Отечественной войной, и с современными воинами. Это все знают, кто воочию помнит 8-й год, а кто, значит, понаслышке знает. Они решили принять участие, и 12 человек, конечно, их наставниками были их учителя, которые преподают осетинский и русский. Есть учительница рисования, она тоже приняла участие со своим племянником. Президентский конкурс «300-летия ратной славы воинов Южной Осетии» является важным, значимым и своевременным событием, направленным на сохранение исторической памяти и укрепление патриотизма среди подрастающего поколения, отметил заместитель главы оргкомитета по проведению конкурса первый вице-премьер Константин Джиоев. Объявленный президентом конкурс биографических сочинений «300-летия ратной славы воинов Южной Осетии» в первую очередь направлен на сохранение исторической памяти, развитие чувства патриотизма у нашего подрастающего поколения, потому что составляет и биографические сочинения, возможно, мы надеемся, что участники будут именно описывать историю своих родственников, своих предков непосредственно. Они будут проникаться этой историей, будут глубже изучать историю своей семьи, своего народа, боевых подвигов своих предков и нашу общую боевую историю. На сегодняшний день Организационным комитетом проведена значительная работа, сформирована конкурсная комиссия, где представлены и учителя нашей высшей школы, сотрудники научно-исследовательского института и преподаватели школ. На сегодняшний день, по моей информации, готова уже и будет представлена на суд конкурсной комиссии порядка 150 работ.
Итоги конкурса будут подведены 15 мая в День осетинского языка. Лучшие работы войдут в памятный сборник, который станет важной частью летописи ратной славы воинов Южной Осетии. До оглашения результатов конкурса остается чуть больше 2 недель. Но, как отмечают организаторы, главная победа уже одержана. Более сотни молодых людей приняли участие в конкурсе и вновь открыли страницы истории своей семьи и своей родины. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.